В новом районе Якутска по адресу 203 микрорайон Ларионова, 4 работает Восточно-Сибирский образовательный центр, который предлагает многоуровневую систему обучения. В Восточно-Сибирском лицее учится наше младшее звено – дети с 1 по 11 класс. В лицее ведется обучение по социально-экономическому направлению и в области IT. В стенах образовательного центра также учатся студенты Якутского колледжа инновационных технологий. Сюда можно поступить после 9 или 11 класса. В колледже представлены самые разные специальности – юридическое направление, финансово-экономический и социальный профиль. Пары проходят классно, преподаватели все очень хорошие. Есть также и строгие преподаватели, где очень трудновато. Даже если ты не пишешь, они тебе все равно хорошо объясняют, наши преподаватели. Теория государства и права тоже интересный предмет довольно-таки. Правда, он сложный очень для познавания, но я стараюсь как-то познать. Вроде получается неплохо пока. Я первый курс после 11 классов учусь на специальность информационная безопасность. Вторые курсы сейчас мы проходим именно предметы по специализации, например, технические средства защиты информации. Ну и также не обойтись без экономики, без организации предпринимательской деятельности, базы данных и так далее. Студенты обучаются у опытных преподавателей, среди которых доценты, кандидаты, доктора наук и профессоры. Также регулярно колледж посещают практикующие специалисты ведущих предприятий города. Позвали, получается, представителей МВД, и нам преподают 2 профессиональных предмета. Это тактико-специальная подготовка и огневая подготовка. Помимо обучения, студенты участвуют в научных, спортивных и творческих мероприятиях. Каждый может проявить свои способности, таланты и развивать их в процессе подготовки. Готовились мы целый месяц. На репетиции ходили, мастер-классы были. В любом случае это общение, просто не надо бояться. Показать себя, может, человек какой-то загнанный в угол, а так хоть люди будут радоваться. Ну, ему то, что он выступает, и он как-то в душе проснется. Вот такого, я людям нравлюсь, можно продолжать. Среди первых и вторых курсов ежегодно проходит литературный вечер. Это одна из форм сдачи зачета по дисциплине «История отечественной литературы». Подбирали костюмы, проводили репетиции, контролировали всех, кто играл. Это помогло нашей группе хорошо сплотиться и познакомилась с большим количеством людей. Помогает раскрепоститься, проявить какие-то таланты, которых не было. На самом деле у нас классный коллектив собрался. Все друг друга знают, все друг другу помогают. Регулярно наши студенты участвуют в городских мероприятиях, дискуссионных площадках, форумах и фестивалях, соответствующих их специализации. Наши студенты – постоянные участники и призеры международного чемпионата WorldSkills Russia. Наверное, студентам нужно в этом участвовать просто потому, что это интересно, то есть вот для твоего же блага, то есть на будущее какой-то опыт, там, например, по оказанию первой помощи. Интересно узнать, какие приспособления, какие инструменты используют спасательные службы, как их используют. Также можно немножко погрузиться в их деятельность. Принимая участие в таких мероприятиях, им будет в дальнейшем проще, то есть по тем программам МЧС работать, и как-то более так понимаешь, чем они занимаются и к чему тебе надо будет готовиться. Мы участвуем в компетенциях кибербезопасность, интернет-маркетинг, спасательные работы и других. Впечатления у меня хорошие, было очень хорошо организовано, и, конечно, это опыт, как продвигаться по этой сфере, это интересно. Также ежегодно студенты-юристы участвуют в военно-полевых сборах. Но самое интересное была полоса разведки. Это была довольно-таки длинная полоса, которая проходится командой, немножко с испытаниями с песком, с лужами, с водой, и, конечно же, с пострадавшим человеком. Хочется начать тренироваться даже, посмотрев на ребят, которые занимаются упорно. И, конечно, хочется самому все это также делать. Насыщенная внеаудиторная жизнь помогает студентам набраться профессионального опыта и стать общительнее. Общаюсь с людьми, сама делаю для себя что-то, узнаю для себя, почему я так выступаю, потому что еще у нас будет скоро диплом, 3-й курс, надо уже привыкать к этому, да и вообще, чтобы в будущем было мне легче общаться с людьми и вообще создавать презентации. Учусь здесь все время что-то новое, все такое спонтанное, все такое классное, новые знакомства, новые друзья. Выпускники Восточно-Сибирского образовательного центра получают диплом государственного образца. Сегодня у нас было вручение диплома. Мы наконец получили свои дипломы. Теперь мы
настоящие юристы. Волновалась, очень боялась, что потеряю сознание. Все пошло хорошо, самое главное. Мне больше, наверное, понравилось прохождение практики. На 3-м курсе я проходила преддипломную практику в Министерстве труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Там как раз я получила опыт по данной специальности. Я думаю, что я ушла после 9 класса, это не так плохо, потому что вот мои одноклассники сейчас, они закончили 1-й курс, а я уже закончила среднеспециальное образование, и я могу их догнать, если пойду по специальности. Сейчас я как раз готовлюсь к ЕГЭ, собираюсь сдать ЕГЭ и поступить дальше на высшее. Если вы хотите получить, например, такой же диплом, то нужно просто любить то, что вы выбрали свою профессию, учиться, читать в запой книжки с интересом, учебники и какой-то делать именно анализ, анализировать в голове, и когда вы делаете анализ, это легко запоминается, и вы легко сдаете любой предмет. Восточно-Сибирский лицей и Якутский колледж инновационных технологий приглашает всех желающих на учебу. Наш адрес – 203 микрорайон, Ларионова, 4. Телефон 36 91 91.